эфире программа «Интервью» на телеканале БСТ. С вами Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях временно исполняющая обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Ленар Вахитов. Ленар, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, в этом году Государственный пожарный надзор отмечает 99-летие, а это значит, что в следующем это уже вековой юбилей. Вот мы с вами буквально до эфира говорили о том, что такое пожарный надзор. Я неверно ответила, поэтому расскажите нашим зрителям, как вы готовитесь к этой памятной дате, чем занимается ваше ведомство. Совершенно верно. В этом году мы отмечаем 99-летие создания органа государственного пожарного надзора. В следующем году мы отметим 100-летие государственного пожарного надзора. Как было отмечено, мы уже век на страже безопасности. За этот век, если подвести итоги, за 99 лет на сегодняшний день сделано очень много, я считаю. Это большой опыт, накопленный нами, нашими ветеранами, которые нам передают свои знания, свои навыки по обеспечению безопасности. Ну и как было отмечено, совершенно верно, то есть мы каждый посещаем разные здания, да, по своей жизни, в своем быту, там и детские сады, и школы, социальные объекты, торговые центры. Поэтому именно органы государственного пожарного надзора на сегодняшний день, а это, я считаю, что мощная результативная система по предупреждению и по профилактике пожаров, которые направлены на безопасность людей, граждан и на защиту материальных ценностей. Ну, вот многие зрители знают МЧС по спасательной пожарной форме. Вот я в том числе думала, что вы занимаетесь именно этим, но есть три ключевых направления вашей работы. Это пожарная безопасность, это гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Вот за что отвечает каждое из этих ведомств? Тоже правильно отмечено. Вообще у нас девиз официальный МЧС России – это предотвращение, спасение, помощь. Спасение понятно, если здесь произошла беда, какая-то чрезвычайная ситуация, пожар, это пожарные спасатели выезжают и оказывают спасение, тушение пожаров. Ну и, соответственно, предотвращение, логически подумать, что предотвратить всегда намного легче, чем потушить и ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Ну и помощь, соответственно, предотвращение, помощь, именно здесь уже наш инспекторский состав, это их служба, их работа, потому что вот если взять сегодняшний день, то есть много объектов, начиная с детского сада, заканчивая там нефтяными заводами, атомными электростанциями, здесь много строительных норм и правил, много нормативной документации, да, а инспекторский состав именно должен все это знать, нормативную базу знать, все строительные нормы и правила, вот начиная от детского сада, заканчивая нефтяными заводами. Соответственно, эти требования он должен знать, требовать, предъявлять к объекту защиты, ну и, соответственно, контролировать. А вы еще сказали, что раньше это была более карательная функция, а сейчас как-то мягче, более предупредительно вы действуете? Ну, если взять всю историю советского времени, так скажем, да, то есть последние годы, последние десятилетия, то есть надзорные мероприятия, если они были больше карательного характера, если в советское время взять вплоть до опломбирования, закрытия на месте, если есть нарушения, то на сегодняшний день инструменты, система поменялась, так скажем. Сейчас введено у нас риск-ориентированный подход, больше у нас не карательного характера, а профилактического направления, то есть предупреждение. Больше уже мы работа у нас направлена на профилактику, на предупреждение. Соответственно, сейчас есть и профилактические визиты, ну и не просто инспектор пришел на объект, да, и там наказал. Нет, на сегодняшний день наша задача именно объяснить руководителю объекта, чтобы он понимал все эти требования пожарной безопасности и выполнял их. Потому что в большинстве случаев у нас во многих зданиях находятся люди. Обеспечение безопасности людей – это главная наша задача и задача государства. Именно государством возложена государственная функция по не обеспечению, а по требованию именно контролю по пожарной безопасности на инспекторский состав. И предупреждению
вот несчастных случаев в том числе. Но если вдруг случилось непоправимое, случился пожар, вот какие самые частые, может быть, причины возгорания и какой здесь порядок действий ваш? На первом месте у нас по причинам стоит это электротехническая причина. Вообще, в основном, если взять, это большинство безответственность. Безответственность в первую очередь руководителя, если пожар произошел на объекте защиты. Ну и, соответственно, здесь может быть где-то недоработка инспекторского состава, такое тоже возможно. Соответственно, здесь уже, если пожар произошел, здесь уже подключаются у нас дознаватели, которые ведут расследование пожаров, да, определяют причину пожара, место пожара и, соответственно, возможно и поджог. У нас причина пожара есть тоже поджог. Дознаватель именно выясняет, в чем причина, откуда пожар произошел, какие способствующие условия были этому пожару и устанавливает причину пожара. Ну, если взять объекты защиты у нас в Российской Федерации, их очень много, ну и можно, конечно, понять, что каждому объекту защиты невозможно прикрепить инспектора, да, на каждое здание. Соответственно, именно вот понимание, адекватное понимание руководителя объекта защиты здесь имеет ключевой момент. Он должен знать, понимать и выполнять все требования пожарной безопасности, которые предъявляются к его зданию. Ну и понятно, что не каждый руководитель у нас имеет какое-то техническое образование, да, там, он не каждый инженер, не каждый юрист, не каждый, даже прочитав нормативный документ, он может правильно понять требования, потому что есть у нас очень много строительных норм и правил, требований федерального закона, сводов правил. Соответственно, именно вот инспектор, он должен разъяснить и добиться того, чтобы на этом объекте выполнялись все требования пожарной безопасности. Ну а какую градацию вот в этом списке занимают, может быть, ошибки самих жителей? Ошибки самих жителей здесь именно заключается в том, у нас есть также плачевная такая статистика, так скажем. Можно вспомнить у нас хромую лошадь, зимнюю вишню, где у нас массово погибли люди. Соответственно, даже элементарно, вот, посетив какой-то объект, допустим, торговый центр, да, то есть мы не обращаем на пути эвакуации. Как мы зашли в здание, каким образом из этого здания выйти. Не обращаем внимания на планы эвакуации, которые висят, на первичные средства пожаротушения, которые находятся на объекте. Обычные граждане, которые посещают здание, они должны именно обращать на это внимание. Ну и большая работа инспекторским составом на сегодняшний день проводится согласно федеральному закону номер 59 по обращению граждан. Многие граждане у нас беспокоятся за обеспечение безопасности их объектов. У кого-то ребенок ходит в садик, школу, то есть они видят, что пути эвакуации закрыты. Если какие-то нарушения, они сообщают, и, например, каждый гражданин имеет полное право обратиться в ваше ведомство и сказать, вот мы знаем, что здесь не соблюдаются нормы пожарной безопасности, пожалуйста, предпримите свои меры. Ведь даже здесь, в здании телецентра, это тоже зона вашей ответственности, следить за тем, чтобы все было безопасно с точки зрения вашего. Совершенно верно, да. Поэтому по обращению граждан, по жалобам мы также реагируем, выполняем надзорные мероприятия, выдаем предписания. Если, к сожалению, есть нарушения, также и привлекаем к административной ответственности. В ряде случаев, когда уже вообще руководитель игнорирует требования пожарной безопасности, многократно не выполняет предписания органов государственного пожарного надзора, здесь уже через суды, так скажем, да, мы добиваемся и приостановки деятельности, то есть закрытия объекта. До устранения нарушений. Да. Ну вот сейчас технологии. Мы говорим о 99 годах вашей службы и почти о столетнем вековом юбилее. Наверняка технологии меняются. Вот как вы их внедряете, это и искусственный интеллект, это вот и дроны, наверное, в том числе. Что применяете и как это вам помогает? Ну, если взять 100 лет назад, грубо говоря, если у нас здания большинство были деревянные, да, там, сейчас у нас здания растут вверх, они многоэтажные, если даже взять дома, многоквартирные дома, то есть к ним предъявляется очень много требований. Соответственно, в этих зданиях есть средства противопожарной защиты. Это начиная от пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуации людей, системы дымоудаления, вентиляции.
То есть это много всех системы противопожарной защиты, которые направлены именно на предупреждение пожара, на своевременное обнаружение пожара, на безопасную эвакуацию людей, безопасную зону, да, то есть на улицу, либо какие-то безопасные зоны. Ну и тушение пожара, то есть в большинстве зданий у нас на сегодняшний день технологии не стоят же на месте, поэтому и система пожаротушения предусмотрена в многих зданиях. Также у нас в советское время особенно индустриализация была, многие заводы были построены. Соответственно, к этим заводам, особенно у нас в республике, много объектов нефтяной индустрии, промышленности, да. К ним очень много требований, потому что именно вот эти требования должны выполняться, чтобы не произошел пожар и чтобы не было материального ущерба. Ну и главное у нас безопасность людей, безопасность граждан. Ну и вот в завершение, если вдруг кто-то посмотрел нашу с вами беседу и захотел вступить в ваши ряды, что бы вы порекомендовали? Я порекомендовал бы, чтобы особенно наша молодежь, которая подрастает, наши дети, они, если у кого-то есть желание поступить в наши ряды, поступали в наши вузы, наши учебные заведения МЧС России, чтобы вышли оттуда профессионалами своего дела, ну и помогали нашему государству в обеспечении безопасности. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших ветеранов, наших сотрудников и поздравить с наступающим праздником, пожелать им крепкого здоровья, счастья и благополучия. Я тоже вас поздравляю с праздником. Надеюсь, что в преддверии, а потом и в сам юбилей у вас будет много поводов для радости, улыбок, безопасности вам, здоровья крепкого и спасибо, что пришли. Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели интервью на телеканале БСТ. С вами была Юлия Краснова и до встречи в эфире.